Вот я думаю, вот смотрите, как у нас английский язык преподают. Вот у нас так было, когда я учился. Заходили мы в аудиторию и больше ни слова по-русски не говорили. Но я же знаю, как сейчас преподают осетинский язык. Ходите на уроки, молчи. Да, и все. Ну, нет никакого общения. Не учат общению. И больше того, просто не старается учитель не только осетинского языка, а вообще учитель редко старается наладить контакт с учеником. Это вообще редкость. Если бы этот контакт налаживался, если бы было общение, то можно ведь с азов начинать и вывести, на самом деле, это знание языка, поднять до какого-то уровня. Даже у человека, у которого родители русские там, и кто угодно. Но работы нет, энтузиастов нет, мало на самом деле. Вот мы говорим, привыкли считать, что в школах энтузиасты. Уже давно нет. Уже энтузиастов очень мало, они все уже ушли. Я так это вижу. Я просто знаю это, потому что много малышей, моих знакомых, учатся в разных школах. И на самом деле, вот все эти большие проблемы наши, государственные, вот мы пытаемся там комплексные всякие программы разрабатываем, там научные, философские базы подводим там и, значит, как это все решать. Нам нужно просто 2-3 поколения нормальных детей вырастить, нормальных. И они сами сделают все, что нужно. И модернизацию, и там, и все остальное. Вот как это должно делаться. Через вот это. Вырастить нормальных, хороших детей. Хороших, честных тружеников вырастить. 1-2 поколения. И мы победили. Все. Нам больше ничего не нужно. Остальные будут нас уже догонять. Остальные страны будут нас реально догонять, когда у нас будут такие дети. Но мы же с другого конца подходим.